5 лет назад правительство Москвы передало в аренду бывший всесоюзный выставочный центр странам СНГ. Небольшой павильон получил и Кыргызстан. Для его ремонта у государства денег не было, поэтому Министерство экономики Кыргызстана привлекло в качестве инвестора Кыргызский торговый дом, который осуществляет свою деятельность в Москве. Согласно договору, компания провела ремонтные работы, а взамен торговый дом получил право пользоваться павильоном, пока не компенсирует потраченную на реконструкцию средства. Но средства еще не компенсированы, говорят предприниматели. Министерство экономики должно было продлить договор. В случае непролонгации они должны возмещать все затраченные расходы организатору выставки. Аренду за павильон российской стороне выплачивал тот же торговый дом «Кыргызстан». Реконструкция павильона продолжалась 2 года. Открыт большой национальный выставочный центр. Благодаря центру о продукции отечественных производителей узнала вся Россия, говорят бизнесмены. Мы работаем в 3 направлениях. Торговля отечественными товарами на территории Российской Федерации. Помощь соотечественникам в Москве в сфере медицины и социального обеспечения. Кроме того, мы развиваем кыргызскую культуру и кыргызский язык в Москве. Однако Министерство экономики против того, чтобы павильоном Кыргызстана управляла частная компания и не продлевает соглашение с торговым домом «Кыргызстан». По словам замминистра экономики Данила Ибраева, павильоном Кыргызстана должно управлять государство. В целях защиты прав и интересов кыргызских мигрантов в Москве Минэкономики планирует размещение в павильоне представительств госорганов Кыргызстана, Минздрава, Минтруда, Госкоммиграции, Совета диаспор кыргызов в Москве и других. На нового национального оператора будут возложены обязанности по продвижению экспорта, проведению выставочно-ярмарочной деятельности, других мероприятий, направленных на продвижение товаров кыргызских производителей и развитие международных деловых контактов, которые в период хозяйственной деятельности торгового дома были утеряны. Торговый же дом считает, что нарушаются условия соглашения и подал иск в Московский арбитражный суд на Кыргызское министерство экономики. Сам же павильон пока работает в прежнем режиме. В одном крыле здания расположен выставочный центр, в другом находится представительство некоторых госорганов. Остальные помещения сдаются в аренду. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал.